Каким был 2025 год для Абхазии в политическом смысле? Что важного за этот год произошло во внешней политике? Об этом будем подробно говорить с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцыц. Олег Сасович, с наступившим вас Новым годом. И большое спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. С Новым годом, Нала, с Новым годом, уважаемые зрители и слушатели. Прежде всего хочу сказать, что 2025 год, разумеется, был непростым годом, в том числе и для нашей страны. Это год серьезных преобразований, серьезных изменений, год, который прошел не без острых событий и во внутриполитической жизни нашей страны, и, разумеется, на внешнем контуре, что называется. Наше внешнеполитическое ведомство, конечно, действовало сообразно тем вызовам и событиям, которые проистекали в течение всего года вокруг Абхазии, вокруг наших союзников. И поэтому, конечно, это наложило определенный отпечаток на нашу деятельность. Вот эта динамика очень серьезные трансформации в международной системе отношений. Конечно, они накладывали отпечаток и на стиль, и на график, и на интенсивность нашей работы. Поэтому я считаю, что, с одной стороны, конечно, год был непростой, но, с другой стороны, могу без ложной скромности сказать, что он был в чем-то довольно успешен для нашего ведомства и для международной дипломатии нашей страны. Олег Сасович, внутри страны, конечно, главным политическим событием это были выборы, да, которые прошли. Но с вашей точки зрения, что вы вообще считаете главным дипломатическим событием? Я думаю, что для нашей страны, для Республики Абхазия, есть несколько самых таких важных, базовых вещей, на которые мы опираемся в своей деятельности. Разумеется, главная цель внешнеполитического ведомства, абхазской дипломатии, это сохранение контактов на международной арене и, по возможности, их приумножение. То есть сохранить существующий уровень международного присутствия, влияния, нахождения на внешнеполитическом треке. И в то же самое время неустанные усилия по расширению ареала нашего воздействия, по приобретению новых стран-друзей, стран-партнеров. И вот этому и посвящена, конечно, наша деятельность. Самое главное, я считаю, во внешнеполитической деятельности Абхазии, это сотрудничать с теми, кто уже работает с нами, кто оказывает нам всевозможную поддержку и помощь. Прежде всего, конечно, имею здесь в виду нашего стратегического союзника, надежного партнера и друга, страну друга, Российскую Федерацию. Как известно, это приоритет в нашей внешней политике. Не случайно мы первый визит мы как раз-таки осуществили в столицу России, в Москву, где прошла встреча с моим уважаемым коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Забегая вперед, скажу, что в октябре состоялась уже вторая полноценная встреча наших делегаций и моя встреча с Сергеем Викторовичем, где мы, что называется, еще раз сверили часы уже ближе к концу 2025 года, подвели какие-то промежуточные итоги, поговорили о том, что удалось сделать в 2025 и наметили планы на будущее. Разумеется, важным для нас является любое направление, где любая страна, где присутствует абхазская дипломатия. Это как страны, которые признали государственный суверенитет Республики Абхазия, такие как Сирия, Никарагуа, Венесуэла, и также и те страны, с кем у нас пока не выстроены дипломатические отношения, не
нет официальных, так скажем, отношений, но те, где мы традиционно видим свои интересы. Там, где проживает наша диаспора, там, где руководители этих стран готовы начать с нами диалог, по крайней мере, в направлении создания таких вот устойчивых культурных, гуманитарных, экономических связей. Это все для нас имеет очень серьезное значение. Во всех своих комментариях, интервью, которые вы давали в течение полугода, вы озвучивали основную мысль о том, что Абхазия обязательно займет свое достойное место в глобальном разделении труда, в глобальной политической и экономической картине. Что вам дает основание так считать? Я убежден, что это лишь дело времени. Геостратегическое положение нашей страны, воля людей, которые сделали свой выбор, сложившиеся институты, государственные и общественные, благоприятная конъюнктура на внешнем треке, имея такого союзника и партнера, стратегического союзника, как Российская Федерация, у нас существует очень серьезное окно возможностей, которые мы обязательно должны использовать. У нас просто нет альтернативы. Мы обязаны использовать все те преимущества, о которых я сказал, для того, чтобы, вот как вы процитировали меня, занять свое достойное место в этом региональном и в более широком форматах, которые для нас представляются важными. Я еще раз хочу подчеркнуть, что нравится это нашим оппонентам или нет, Абхазия – неотъемлемая часть вот этого евразийского пространства в широком звучании этого термина. Наше, еще раз подчеркну, положение дает нам возможность говорить о целом наборе преимуществ. У нас очень серьезный потенциал, несмотря на скромные размеры нашей страны, в плане логистики, в плане транзитных возможностей, транспортных возможностей. Не случайно сегодня активно строится морской терминал, контейнерная площадка в Ачамчирском районе. Сегодня функционирует, как мы с вами знаем, аэропорт, международный аэропорт имени Владислава Григорьевича Ардземба. Я хочу сказать, что результаты деятельности уже за первые несколько месяцев весьма оптимистичные. Мы более 120 тысяч пассажиров уже пропустили через ворота нашей воздушной гавани. Сейчас расширяется география аэропортов-партнеров, городов-партнеров нашего аэропорта. Вот присоединилась недавно Пермь. Уже осуществляются регулярные рейсы. Все это кирпичики в фундамент нашей устойчивости, наших связей с внешним миром, популяризации нашей страны, популяризации наших туристических направлений, нашего туристического потенциала, несомненно, культурного потенциала. А мы, кстати, довольно большое значение Министерство иностранных дел придает в том числе и такому направлению, как осуществление мероприятий по распространению вот этой мягкой силы. Это касается и искусства, и бизнес-контактов. В качестве примера могу привести наш визит в Никарагуа, когда мы повезли целую делегацию наших представителей бизнес-сообщества. И я с удовлетворением хочу отметить, что сегодня сближаются позиции, уже есть какие-то предконтрактная активность, когда бизнесы двух стран начинают взаимодействовать. Это, конечно, приносит глубокое удовлетворение. Культурные связи с той же Никарагуа была у нас на конкурсе, который организовала и проводит уже пятый год, проводит Алиса Шаловна Гицба. Участвовала конкурсантка из Никарагуа Катарина Веласкес.
и она зарекомендовала себя прекрасно. И я хочу, кстати, сказать, раз уж мы заговорили на эту тему, что вот этот формат, эта лаборатория конкурс Алисы Гицба открывает тоже такие широкие ворота возможностей перед молодыми исполнителями. Например, вот та же самая наша гостья из Никарагуа Катарина Веласкес-Дуарте, она получила уникальную возможность для певицы из Никарагуа выступить перед гигантской аудиторией в Мексике, получила телевизионные контракты и так далее. И вот очень, очень много слов благодарности мы выслушали за то, что нам удалось организовать участие вот такой талантливой певицы в абхазском конкурсе. Это лишь несколько примеров, но, конечно, для нас они важны, и мы их будем тиражировать. Ну и хочется большего вовлечения абхазских коллективов, тем более нам есть чем похвастаться. Приведу в пример оркестр народных инструментов, который сейчас... Имени Отара Хунцария. Да, Отара Хунцария, да. Дом музыки, который сейчас строится для них в центре Сухума. Подарок Сергея Владимировича Кириенко, да. Первый заместитель руководителя администрации президента России. Коллектив, который, с одной стороны, сохраняет эти культурные традиции, создает своими руками прекрасные инструменты. Почему бы вот такие инструменты не использовать в виде оркестра, да, когда будут поездки в 2020 году? Разумеется, вот это и отличает нас. Это то, что мы можем представлять с высоко поднятой головой. Это уникальное искусство нашей страны, нашего народа. И, конечно, мы должны это популяризировать. Вот на примере этого проекта ансамбля народных инструментов имени Отара Хунцария. Я считаю, это знаковый проект. И, конечно, спасибо нашему соотечественнику Сергею Владиленовичу Кириенко за вот такой акт гражданского такого содействия, настоящего союзнического, партнерского духа, благодаря чему вот заработал и получил вторую жизнь такой уникальный проект. Я уверен, что он будет на ура встречен в любой стране, которая согласится принять у себя этот коллектив. Я думаю, что это дорогого стоит. Вот в этом направлении нам и надо двигаться. Надо представлять шире, без всякого стеснения, так сказать, без нерешительности. Надо представлять свои уникальные возможности во всех областях. И прежде всего, конечно, это такая сфера, которая доходит быстрее всего до умов, до сердец людей в любой стране мира. Это искусство. И здесь нам есть чем похвастаться. Олег Мсасович, раз уж мы заговорили о нашем соотечественнике Сергее Владиленовиче Кириенко, не могу обойти стороной интервью, которое Сергей Владиленович дал АГТРК и каналу Абаза ТВ. И, как многие потом отмечали, разные силы, что его интервью поставило точку во многих вопросах. Как вы бы прокомментировали интервью Сергея Владиленовича? Ну, вы знаете, для меня тоже во многом это стало таким своеобразным откровением, поскольку была продемонстрирована очень серьезная погруженность в детали, в нюансы нашей политической, экономической и ментальной жизни нашего общества. И это, конечно, говорит о том, что мы не зря называем Сергея Владиленовича Кириенко своим соотечественником. Ну, как известно, он родился и, можно сказать, вырос в Абхазии. И затем при всем том объеме, массиве задач, ответственности, человек, который входит в высшее политическое руководство огромной страны, великой державы, находит возможность, интерес для того, чтобы вот настолько детально и глубоко погружаться в нашу проблематику. А кроме того, мне показалось, что он очень, на самом деле, тепло относится к Абхазии, к ее народу, убежден, что он лучше, чем кто-либо другой в руководстве большой страны, знает об укладе, особенностях ментальности,
политической культуре, да и такой вот культуре общества в целом, по специфике нашей. А Абхазия — это непростая страна, несмотря, как я уже говорил, на скромные размеры. И очень непростой народ, который прошел очень серьезные испытания. И история нашего народа, она писалась не в тиши библиотек. Она ковалась на очень серьезных ристалищах и испытаниях, которые выпали нашим людям и нашему народу за всю его многовековую историю. Поэтому, конечно, я считаю, что это очень хороший, очень такой оптимистичный фактор, то, что сегодня политикой Российской Федерации в отношении Республики Абхазия занимается вот такой российский крупный руководитель. При этом, конечно, мы понимаем, что существуют определенные шероховатости, они периодически возникают, но я думаю, что это не должно никого пугать. Мне кажется, вот та идея, которая была озвучена Сергеем Кириенко, о том, что надо всем вместе двигаться в сторону созидания. Политическая жизнь, она всегда кипит в любой стране, даже в самой небольшой. А при такой сложной и разнообразной политической палитре, которая сложилась в Абхазии в новейшей нашей истории, другого и быть не может. Но при этом главный вектор, главный курс, который обозначил Сергей Кириенко, это созидание и развитие. Мы должны пройти некую точку невозврата, состояться в экономике, в политической жизни, в компетенциях, в новшествах, которые сегодня предлагает нам современное развитие мировое. И, конечно, самое главное – это сохранить устойчивость, сохранить стабильность. При всем многообразии, так сказать, политических подходов, плюрализме мнений и тому подобное. Мне кажется, вот это главный вывод, который, я лично для себя вынес. Ну и главный сигнал, который был дан обществу, это то, что Россия заинтересована в долгосрочном стратегическом партнерстве с Абхазией. Я думаю, что интервью Сергея Владиленовича во многом выбило почву из различных алармистских, таких вот мнений, фобий, потому что четко было сказано, что никто не собирается даже часть суверенитета нашей страны подвергать сомнению, подвергать какой-то ревизии. Нам надо состояться как эффективному государственному, национальному проекту, как эффективной стране. И тогда, конечно, это отразится и на стандартах жизни наших людей, и на устойчивости нашей страны в общей политической мировой системе, и, разумеется, на стандартах жизни, как я уже сказал, на ощущении уверенности в завтрашнем дне. Я думаю, что это очень серьезный ориентир, к которому нам стоит двигаться очень упорно, стремиться к нему. Олег Мусасович, спасибо. Хотелось бы перейти и к блоку других вопросов, к поездкам, которые были в течение года. Вы выделили поездку в Сирию. Да. Почему к ней было приковано особое внимание? Потому что после смены власти в этой стране было ощущение, что абхазо-сирийские отношения могут измениться. Но поездка состоялась, и она очень показательная, и хотелось бы поговорить о том, как дальше, может быть, в 2006 году. Да. Будут другие встречи? Я считаю, что совершенно оправдан ваш вопрос. Действительно, мы испытывали чувство беспокойства после той общественно-политической трансформации, которую претерпела Сирийская Арабская Республика в декабре 2024 года. Разумеется, такими авральными, экстренными мерами мы сразу же постарались нивелировать те риски, те угрозы, которые существовали, для того, чтобы сохранить уровень наших отношений,
для того, чтобы сохранить работу нашего посольства. И, как вы совершенно справедливо заметили, нам это удалось. Мы осуществили уже 2 визита. 2 визита в Сирийскую Арабскую Республику. Второй визит наш был масштабным, не побоюсь этого слова. Была сформирована делегация самого высокого уровня, кроме президентского. Кстати, вот президент участвовал в обсуждении, формировании состава делегации. Я возглавил эту делегацию, в нее входили еще несколько министров, министр культуры, министр экономики, сотрудники МИДа, мой заместитель Ираклий Тужба и ряд еще наших сотрудников. Мы участвовали в очередной Дамасской международной ярмарке. Это очень масштабное событие в регионе, и не только Ближнего Востока. Огромное количество стран, 48 стран участвовало. Мы на самом высоком уровне представили нашу республику, и это получило ответный импульс. У нас были плодотворные встречи с членами правительства, с рядом министров, с руководителями администрации президента. И, разумеется, вот в ходе таких встреч мы намечаем планы на нынешний, на 2026 год. И я хочу сказать, что, полагаю, у нас неплохие перспективы. Все члены правительства, с которыми нам удалось поговорить, удалось пообщаться, провести переговоры, подчеркнули, что привержены продолжению сотрудничества в рамках межправительственной комиссии Абхазия-Сирия. Мы, конечно, этому постараемся придать дополнительный импульс вот уже в нынешнем году. И я уверен, что в итоге это, скорее всего, приведет и к взаимному открытию торговых представительств уже на полноценной основе, и к тому, что появятся новые проекты среди представителей бизнес-сообщества. Здесь есть на самом деле о чем поговорить. И как раз те возможности наши, и логистические, и транспортные, они уже сегодня представляют интерес для наших сирийских партнеров. Ну и, разумеется, очень важный фактор – это диаспора. Абхазо-адыгская диаспора, она довольно многочисленна, она пассионарна, она активна. Это порядка 150 тысяч человек, которые воспринимают Абхазию как свою родную страну. И вот очень стараются быть вовлеченными во все процессы, которые связаны с Абхазией. Вот не случайно наша абхазская экспозиция, наш павильон на этой огромной выставке был признан самым посещаемым. Это не наши оценки, это оценки организаторов. И, конечно, во многом это за счет диаспоры. Вот. И я считаю, что это важный фактор. Это, кстати, еще и важный фактор внутриполитической жизни этой страны. То же самое, что можно сказать и о наших соотечественниках в Турции. Мы также осуществили поездку, проинспектировали работу нашего полномочного представительства в Турецкой Республике. Как всем известно, это очень обширная абхазская диаспора, которая, кстати, тоже сейчас претерпела изменения, состоялись выборы в Абхазфед, в Федерацию абхазских культурных центров. И к нашему удовольствию, и я с чувством удовлетворения могу это констатировать, мы держали это под пристальным вниманием, эти процессы. И вот избран руководителем нашей федерации достойный наш соотечественник, гражданин Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Явуз Атрушба, которого мы уже имели удовольствие в конце года принимать здесь, в Абхазии, и президент Абхазии принимал эту делегацию во главе с вновь избранным главой Федерации, и в МИДе министр иностранных дел я принимал эту нашу братскую делегацию. Поэтому это тоже очень важный момент. Я вообще хочу сказать даже в более широком аспекте об этой части нашей работы. Вот посмотрите, эти диаспоры наших соотечественников, как я уже сказал, играют довольно серьезную роль во внутренней жизни своих стран. И в Турецкой Республике, и в Сирии. Есть еще наши диаспоры в Иордании, в Ливане и в других странах.
Так вот, я считаю, что важным было бы сказать еще об одном направлении нашей деятельности. Мы планомерно и целенаправленно рассказываем нашим соотечественникам о тех событиях, о той динамике, о тех процессах, которые сегодня проистекают в нашей стране, в Абхазии. И о той роли, которую играет в сегодняшнем дне, в сегодняшней нашей истории сотрудничество с нашим стратегическим союзником и партнером Российской Федерации. И это лишний раз поворачивает лицом к России этих людей. А это немалое количество людей. Может быть, они, как говорится, не всегда имели объективную информацию, но сегодня мы очень доступными, понятными методами рассказываем о том, что в Абхазии сложилось очень эффективное, плотное стратегическое сотрудничество с Россией, и только в этих условиях мы можем обеспечить собственную безопасность и создать условия для устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Но можем ли мы говорить о том, что шаг за шагом мы таким образом приближаемся к расширению международного признания? Мы активно работаем на этом направлении. Я уже неоднократно говорил, что специфика нашей работы такова, что зачастую подготовительный период, да даже и основной период нашей работы мы проводим и стараемся проводить в тишине, потому что, как мы понимаем с вами, любая наша активность в любой точке земного шара, она сразу встречает попытки... Волну протестов. Конечно, попытки, я думаю, так скажу, скажем так, это будет правильнее, попытки помешать этой работе. Но мы работаем активно на нескольких направлениях сейчас. Разумеется, я не буду называть эти страны, но мы работаем и в Латинской Америке, и на Африканском континенте, и в регионе Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Эта работа продолжается. Она не быстрая, она не моментальная, так скажем, но надо двигаться вперед, шаг за шагом, и я уверен, что результат придет, потому что, я считаю, время на нашей стороне. Олег Мсасович, завершить нашу беседу хотелось бы таким личным вопросом. Как принято отмечать Новый год в семье министра иностранных дел? Может, есть какие-то традиции, которые вы из года в год пронесли, традиции, которые в вашей семье, вашими родителями соблюдались? Ну, знаете, это прежде всего, конечно, семейный праздник. Тут двух мнений быть не может. Мы всегда старались отмечать это именно дома, в домашней атмосфере, в домашней обстановке, в кругу семьи. А говоря о традициях, я могу сказать, у меня уже сложившаяся устойчивая традиция. Я на наш Старый Новый год, 13 января, где бы я ни находился, я всегда прилетал, и так делаю и сейчас уже находясь здесь, и отмечаем наш, как говорится, абхазский Старый Новый год обязательно в нашем родовом, старом отцовском, дедовском доме в селе Блабрхо. Это самое мое любимое средство отметить Новый год, именно наш Новый год. Поэтому это уже такая устоявшаяся традиция. Я думаю, и нынешний праздник празднования Старого Нового года не станет исключением. Олег Мсасович, большое вам спасибо. С наступившим вас Новым годом, с наступающим Старым Новым годом. Мира, добра вашей семье, всем вашим близким. Спасибо большое. Я также хочу поздравить и вас, и всех наших зрителей и слушателей с Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, мира, уюта, тепла в домах, в семьях, здоровья всем нашим соотечественникам и, конечно, нашему народу и нашей стране мира, благополучия и процветания. Большое вам спасибо. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был министр иностранных дел Олег Барцец. Мы говорили о том, каким был 2025 год.